Усть-Илимский район – очень самобытное место Республики Коми. Во время церковного раскола в Усть-Илимский район сбежали нижегородские староверы. С тех пор эти края манят исследователей фольклора со всей России. Этот выпуск посвящен этнографу и краеведу Андрею Владимировичу Журавскому. Это русский биогеограф, основоположник научного освоения Севера, исследователь. Журавский отдал значительную часть жизни изучению Печорского края. Он открыл первую Печорскую естественно-историческую станцию и доказал, что Печорский край способен для эксплуатации сельскохозяйственной отрасли. В честь его фамилии даже назван поселок Журавский, как раз мы туда сейчас и зайдем. Поселок возник при Печорской опытной сельхозстанции. Первоначально назывался Опытная станция. В 1976 году получил свое современное название. Информационный стенд про Журавского и про станцию. Нужная вещь для туристов, тех, кто заезжает в Журавский. Высоковольтка тут. Могила Андрея Владимировича Журавского находится в 200 метрах отсюда, туда и пойдем. Нужно идти по лесу, вдоль реки Печора. И вдоль крутого склона нужно идти, чтобы попасть до могилы Журавского. Вот он тут похоронен. Да, молодым Журавским умер молодым. Ему было всего лишь 32 года. Судьба опытной станции была непроста. Очень много раз ее закрывали, потом снова открывали. Но, возможно, благодаря Печорской станции сейчас у нас на севере растут овощи. Это все благодаря энтузиазму Журавского. Еще раз можно убедиться, что один человек способен поменять многое, например, целую жизнь одного региона. Дорогие друзья, проект Руслана Магомедова «Территория Коми» продолжает расти и развиваться. Следите за новостями, спасибо, что вы есть. Это музей Журавского. Журавский — это известный человек в Усть-Илиме, крутой ученый. Мы находимся в рабочем кабинете Журавского, ученого. Вот так он выглядел. Вся мебель старинная, с его времен. Это его рабочий стол. Он всегда его держал в порядке, наверное.